Был мужчина, которого звали Умайя Аль-Канани. У него был сын, которого звали Киляб. Это было во время правления Умара, да будет доволен им Аллах. Этот взрослый седой человек, Умайя, у него был единственный сын, которого звали Киляб. Он был одним из тех, кто больше всего делал добро своему отцу и своей матери. Киляб был вместе с отцом и матерью и был самым благодетельным к ним. И захотел этот сын направиться на джихад на пути Аллаха, и попросил разрешения у родителей, и они разрешили ему. Но разрешили, скрипя сердцем. Иногда отец соглашается с тобой, но не обязательно, что он будет доволен этим. Скажет тебе: иди, но его сердце не будет довольно. Мама может сказать тебе: я не против, поезжай, но сердце ее будет недовольно. Искать довольство сердца. Довольство Аллаха — это довольство родителей, и злость Аллаха бывает в злости родителей. Вышел в путь их сын, а седой отец начал плакать из-за разлуки с сыном. Мать же, ее руки начали дрожать, она опечалена сыном. Отец же от разлуки выплакал все глаза и потерял зрение. Представьте себе, отец каждый день выходит на поле, садится под деревом, слышит голубя вместе с его птенчиками и вспоминает сына, его детство, его молодость, его жизнь, его доброту, его смех, и то, как он игрался. Садится отец и плачет о нем. И он сказал длинным стихом так, что дошел этот стих до Умара: «Ты оставил отца безутешно страдать, вкус воды потеряла от горя и мать. Так довольства Аллаха тебе не найти, словно воду искать в миражах на пути». То есть куда ты идешь, Киляб? Ты хочешь найти воздаяние, а ведь оно находится здесь, и ты не там его ищешь. Услышал эти стихи Умар. Что за история с этим Килябом? Ему сказали, что он ушел на джихад. Умар сказал: идите и приведите его ко мне с поля боя. И пришел Киляб к Умар бин Хаттабу. Киляб был встревожен. Кто же хочет амир правоверных от меня? И когда он зашел в дом Умара бин Хаттаба и сел с Умаром, он сказал ему: что у тебя с твоими родителями? Как ты с ними поступал? Киляб сказал: я относился к ним хорошо. И из того добра, что он делал родителям, он сказал: каждое утро я вставал, я ходил среди верблюдов и выбирал ту, у которой самое лучшее молоко. Я подходил к ней, очищал ее вымя, мыл посуду, охлаждал, а потом доил для них молоко. И не кушал, и не пил, пока не покушают его родители. Смотрите на его доброту. С утра до вечера в служении своим родителям. Умар сказал: я введу тебя к твоему отцу, только ты не разговаривай и не говори ему, что ты вернулся. И сделай то, что ты раньше делал каждый день, то есть подай верблюдицу. Привел Умар к себе мужчину, его товарищей. Был среди них отец Киляба. Его звали Умайя. Он сказал: о, отец Киляба, чего бы тебе хотелось от жизни? Он был взрослым и незрячим человеком. Он сказал: о, амир правоверный, я не нуждаюсь ни в чем. Все, что мне нужно, это только умереть. И все. Что я могу еще хотеть от этой жизни? Умар сказал: может, все-таки ты хочешь чего-то, о, отец Киляба? Нет, я ничего не хочу. Нет же, все же ты хочешь одну вещь, Абу Киляб. Скажи мне. Он сказал: о, амир правоверный, я желаю прижать к себе своего сына, Киляба, хотя бы еще один раз, до смерти, чтобы я снова почувствовал запах своего сына, поцеловать его, а потом умереть. Я хочу только этого, прижать его только один разочек и почувствовать его запах, а после умереть. Умар помолчал и дал знак Килябу. Он пошел, подоил верблюдицу, как делал это раньше. И его отец не знал об этом. Потом он приблизил сосуд с молоком, и его взял Умар и сказал: пей, о, отец Киляба. Умайя начал пить. Потом остановился. Умар сказал: что случилось? Пей же. Умайя сказал: о, амир правоверный, клянусь Аллахом, я чувствую запах моего сына. Умар сказал: что ты говоришь, о, отец Киляба? Я сказал: я чувствую запах моего сына. Я не перепутаю его ни с чем. На что Умар сказал: вот же он, твой сын, Киляб, он перед тобой. И бросился сын к своему отцу. И стал отец обнимать своего сына и вдыхать его запах. Заплакал отец, заплакал сын, заплакал Умар, все те, кто были вместе с ними.
Таковы наши родители. Поистине это твой отец, о мой дорогой брат. Поистине это твоя мать, благочестивый раб. Твоя мама и твой отец, о девушка.